Приветствую вас, мои дорогие подписчики, гости канала. Вы на канале Таро. Меня зовут Александра, и у меня для вас прогноз на 15 января. Смотрим мы с вами все знаки зодиака от Овна до Рыбок до Частях. Это первая часть, первые 6 знаков. 15 января, понедельник, Овны. События дня. Сразу же новость выпадает. Молния. Приглашение. Дерево. Рыбу нельзя. Деловая встреча, ножницы нельзя. Надежда. Бокал, застолье, приглашение на застолье. Расческа, неприятность. Не показали, какая неприятность. Ну, горизонтали, вертикали я не вижу совпадений. Получается 6 событий. Первая новость, событие у вас проиграется. Второе событие, приглашение, куда-то пригласят. У вас будут надежды в этот день, да, какие-то. Деловая встреча, застолье, может быть встреча где-то в кафе, в ресторане, бокал, да, то есть может так проиграться. И также предупреждение, может быть неприятность. Иногда проигрывается неприятность у кого-то, а вы являетесь свидетелем этой неприятности. Может даже и так быть, потому что у вас карты не показали ничего плохого. Ну, такая вот для вас, такие события выпали, Овна. Благодарю за внимание, и перехожу я дальше к тельцам. Сейчас будем смотреть, что у тельцов в понедельник будет. Тельцы. 15 января. Тельцы, понедельник. Свидание, первое событие. Ну, или может быть приятная встреча, если, допустим, свидание у вас быть не может. Ну вот, общение с друзьями, да, то есть приятная встреча с друзьями, подружками. Месяц есть еще. Месяц. Так, здесь нет, и здесь нет. Получается, я нашла только 3 события у вас. Первое – это свидание, приятная встреча, общение с друзьями, может быть, в понедельник, и событие, которое постоянно с вами повторяется, то есть имеет какую-то цикличность. Ну вот,
Такая информация для вас. По диагоналям не соединяем, да, например, нельзя цепь соединить. Также ножницы нельзя соединить, да, потому что мне иногда пишут, то есть почему вы не соединяете. Ну, такие правила, по правилам нельзя так соединять. Благодарю за внимание, тельцы. Перехожу к близнецам. Близнецы. Поехали, смотрим. 15 января. 15 января. Понедельник. События для близнецов. Книга. Новость. Рыба. Предупреждение. Хитрость. Какое-то скользкое дело. Деловая встреча. Тоже вот не очень хорошее сочетание. Деловая встреча, да, то есть и скользкое дело. Возможно, будут какие-то скользкие предложения. Слезы. Обман, маска. Да, однозначно. Причем информация, которую вам будут доносить в этот день, она будет обманом. Так, проверяем здесь. Нет. Итак, смотрим. Нет, нет, нет. Змея есть по вертикали. Вот она, змея это, да, которая одевает маски, да, то есть и готовит для вас слезы. Ну, здесь нет. Получается, у вас в этот день такое, знаете, одно большое предупреждение, я бы так сказала, на понедельник. Скорее всего, будет посещение госучреждения, ну, или какой-то контакт с госучреждением. Может быть, деловая встреча, деловая, рабочая. Дальше вы получите информацию, и рядом выпадают две карты обмана. Да? То есть маска, когда человек одевает маску, да, прикидывается хорошим, обманывает вас. И рыба показывает, заманивает вас в свои сети. Да? То есть он создает для вас какую-то ситуацию, делает какое-то предложение, но это является обманом. Да? То есть вас куда-то вот затягивает, туда, куда вам идти не надо. И это может для вас закончиться слезами. Ну да, то есть и змея. Человек хитрый. Так что будьте очень осторожны в понедельник. Если будут поступать какие-то предложения, вам надо обязательно все перепроверять. Обязательно. Благодарю за внимание. Перехожу к ракам. Смотрим раки. 15 января, понедельник. События для раков. Цыпленок, первое событие. Семейная жизнь, дети. Ключ. Все в ваших руках в этот день.
Обман. Маска. Ножницы. Ножницы — это решение вопроса какого-то. Друзья. Корабль нельзя. Горизонталь, вертикаль не вижу. Значит, получается у вас 5 событий. Первое событие будет какой-то контакт с семьей, с детьми. Ну, где-то будете чем-то заниматься, проводить время вместе, гулять, может быть. Дальше ключ показывает, что все в ваших руках в этот день. То есть все будет так, как вы запланировали. То есть и вы можете избежать разных неприятностей. Например, обмана. Да? То есть карта показывает, что в ваших руках, да, то есть сорвать эти маски и увидеть истинное лицо человека. То есть не попасться на его обман. Ну и плюс еще 2 хороших события. Это решение вопросов, опять же, да, то есть ключ, он всегда перед вами открывает двери, и легко решаются вопросы. И общение может быть еще с друзьями. Может быть, с друзьями, с семьей где-то будете отдыхать. Как вариант. То есть предупреждение, обман для вас на понедельник. Благодарю за внимание, раки. Я перехожу дальше ко львам. Смотрим левушек. 15 января. 15 января, понедельник, события дня. Месяц, первое событие. Верность. Лебедь. Колодец нельзя. Кораблик. Ожидание. Цепочка. Цепь — это нерешенный вопрос. В этот день у вас будет. Угу. Значит, смотрите, получается, что 4 события. Первое, все хорошо может быть в личной жизни, верность выпала. Иногда верность показывает какое-то событие в паре, даже может быть. Дальше, событие, которое повторяется постоянно, месяца, то есть циклично какое-то. Ожидание кого-то или чего-то и нерешенный вопрос. Может быть, вы ожидаете решения этого вопроса, но карта показывает, что какой-то вопрос не решается. Если мы берем ножницы, видите, они выпали по периметру, но их соединять нельзя. То есть, в принципе, вы уже близко, да, к решению этого вопроса, но не в понедельник. Так что вот такая для вас подсказочка, львы. Благодарю за внимание. Я перехожу к девам. Смотрим, девы, 15 января,
Понедельник. События для дев. Покажите мне, что дева в этот день приготовил. Любовь сразу же выпадает, первое событие. Все хорошо будет в личной жизни у вас. Может появиться, если у вас ее нет. Печаль, разочарование. Видите, понятно из-за чего. Из-за конфликта. Два меча — это всегда столкновение двух интересов. Обман. Возможно, вы узнаете, да, что вас кто-то обманывал. Из этого будет конфликт и разочарование в человеке, да, то есть глубокая печаль. Разлука. Вообще обычно чемодан показывает временную разлуку, расставание. Ну, может быть, вы разругаетесь, да, и перестанете общаться, как вариант. Также еще подарок и успех, видите, выпадает. Ну, успех в делах, в работе. Ключик. Все в ваших руках. Корона. Общение, да, то есть с каким-то важным, влиятельным человеком. Возможно, конфликт с каким-то влиятельным человеком. Ну, может быть, там не прям влиятельный, но точно человек обладает силой, властью, да, то есть имеет какое-то положение в обществе. Змея нельзя. И здесь нет совпадений. Значит, смотрите, у вас точно все хорошо будет в личной жизни в понедельник. Ключ показывает, что все будет в ваших руках. То есть, в принципе, вы можете избежать этого конфликта, да, потому что, видите, ключ у вас в руках. Дальше, значит, конфликт, обман, разочарование, успех в делах, опять же, благодаря ключу, подарок, получите или подарите, общение с влиятельным человеком и временная разлука. Но я думаю, что здесь будет конфликт, да, с вот этим вот влиятельным человеком. То, что рядом, видите, они. Хотя не обязательно. Может быть конфликт с кем-то другим, а успех принесет влиятельный человек. То есть тут, понимаете, комбинации могут быть разные. Поэтому тут лучше, конечно, читать отдельно каждое событие. В общем, вот такая информация для вас. То есть есть хорошие события, но есть и предупреждения на понедельник. Благодарю за внимание, девы. Дальше перехожу к весам. Знаки от весов и до рыбок у меня уже будут во второй части видео. Ссылочку я оставлю под видео внизу в описании. И жду вас во второй части.